Добрый день! В эфире передача «Парад профессий» и ее неизменные ведущие Константин и Анастасия. Получить профессию мастер отделочных строительных и декоративных работ можно, как вы уже догадались, в Канашском строительном техникуме всего за 2 года и 10 месяцев. Будущие специалисты получают профессии штукатура, маляра и плиточника-облицовщика. Наши студенты востребованы как на территории Чувашии, так и во всей России. Сегодня мы вам покажем, что такое декоративная штукатурка и как она выполняется. Конкурсом данной профессии студентов обучают опытные и профессиональные мастера. Сегодня ребята занимаются декоративной штукатуркой. Они получили несложные, но очень интересные задания. Нужно заметить, что ребята обучаются по специальности строительства и эксплуатация зданий и сооружений. Они получают несколько рабочих специальностей. Сейчас они оттачивают умение нанесения декоративных материалов на поверхность. Видно, что ребята очень стараются и стремятся овладеть многими видами декоративной отделки, как внутренних работ, так и для наружных. Только посмотрите, как интересно здесь совместили две строительные работы. Данил, расскажи, пожалуйста, что это такое? Нужно рассматривать настоящие размеры кирпичей, а с помощью них уже выкладывать швы. Штукатурка имитирует кирпичную кладку. Поэтому нужно учитывать, какие есть кирпичи. А швы должны быть ровными, иначе выглядеть будет неестественно. Ты сказал, что эти швы должны быть ровными. А как ты этого добился? Хорошо. Ровные швы добиваются путем наклеивания изоленты на наименьшую линию. Как ты можешь видеть, как здесь, так и здесь получилось красиво. Да, имитация действительно очень красивая и реалистичная. А сейчас мы посмотрим на работу других наших ребят, которые сегодня очень хорошо постарались. Данил, твоя работа тоже очень интересная. Расскажи, пожалуйста, как она называется? Да, штукатурка краев сейчас едва не самая популярная фасадная отделки. Применяется она и в общественных зданиях, и в частных домах. Скажи, пожалуйста, как ты добиваешься такого рисунка? Такой рисунок обеспечивает мелкие твердые камни, которые уже есть в составе смеси. Если штукатурка для цвета, нужно добавить колер нужного оттенка при замешивании раствора. А эти 4 работы создал Александр. И сейчас мы немного поговорим об этом. А с помощью чего ты сделал такую фактуру? Эту фактуру я делал с помощью специального рельефного валика и зубчатого шпагета. Узор зависит только от способа затирки. Движения руки могут быть как вертикальными, горизонтальными, так и диагональными и круговыми. А сейчас мы переходим, наверное, к самому интересному, что только есть в этой мастерской – венецианская штукатурка, о которой нам расскажет Стас. После высыхания шпатлевки одного цвета я наложил на нее шпатлевку другого, более светлого цвета. После высыхания всей шпатлевки через несколько часов или день можно в конце замазать все воском и будет все блестеть. Скажи, а если она называется венецианская, она очень дорогая или что? Обычно дорогая, но мы сделали ее из обычной шпатлевки. Должна заметить, что результат получается очень интересный, и уже даже заманчиво увидеть, что будет именно здесь. Пока Стас доводит свою работу до технологического завершения, мы обратимся к девочкам, которые нам покажут сегодня работу по трафарету. Обратите внимание, девочки приступают к снятию трафарета. Только посмотрите, какая красота получилась сегодня у девочек всего лишь из 3 разных цветов шпатлевки. Девочки, а эти трафареты вы заготавливаете сами? Да, это мы делаем сами. А почему бы не купить? Потому что это стоит дорого. А узоры подбираете сами или вам кто-то их предоставляет? Мы их подбираем сами, рисуем и вырезаем. А возникают ли трудности при работе с такими трафаретами? Есть трудность в том, что трафарет нужно придерживать, чтобы шпатлевка равномерно ложилась. Для этого нужно искать хорошие решения применения. И работать нужно всегда маленьким шпателем.
Вы увидели, сколько всего можно сделать и при декоративной отделке квартиры. И всему вас научат именно в Канашском строительном техникуме. А я передаю слово Константину. Быть патриотом – это значит любить свою родину, помнить ее историю и чтить память героев, которые бились за нашу родину. В преддверии Дня Победы для первокурсников была проведена литературно-музыкальная композиция «Дети войны». Подготовила это мероприятие педагог Федорова Галина Николаевна. Добрый день, уважаемые обучающиеся, педагоги и наши гости. Как вы знаете, 9 мая – это День Победы. Этого праздника люди ждали 1418 дней. Именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. День Победы – одновременно праздник радостный и грустный. В этот день встречаются те, кто вместе воевал, кто работал в тылу. Они вспоминают своих друзей и приносят цветы к памятникам. Дети войны набивались теплушки открытые, дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба на белом снегу. Война – это горечь разлуки потерь. Война – это муки и гибель людей. Это боль матерей и слезы детей. Потеряно столько отцов, сыновей. И хочется мне, чтоб никто никогда не слышал страшного слова «война». В годы Великой Отечественной войны мужество, стойкость, духовную красоту проявляли не только взрослые, но и дети. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, война украла детство. Все мужчины ушли на фронт, остались только женщины и дети. Страшный голод, разруха, слезы детей, матерей. Все делалось для фронта, все для победы. Сразу взрослели дети. На их хрупкие плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий. Все для фронта, все для победы. Этот лозунг стал законом жизни для всех трудящихся тыла. Люди работали, не жалея себя. Не хватало сильных, взрослых рабочих рук. Дети работали наравне со взрослыми. Хлеб был нужен стране и армии, и его нужно было вырастить любой ценой. Работали на полях женщины, старики и дети. В колхозах не хватало техники. Приучали к упряжке коров и бычков, так как лошадей забрали на войну. Никого не удивляло, что колоски на полях подбирали 5-летние дети, а 7-летние дети гоняли коров и бычков, на которых пахали. Парни уходили на войну бить фашистов. За плуги вставали девушки. С начала войны городские школьники пришли на промышленные предприятия, чтобы заменить ушедших на фронт отцов и старших братьев. Они зарабатывали деньги в фонд обороны, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах, выступали с концертами перед ранеными в госпиталях. Счастливыми будут людьми, мир их дому да сбудется мир, мир их дому да сбудется мир. Дети сбудется мир, дети сбудется мир. А сейчас мы заканчиваем нашу передачу. Смотрите следующую 11 июня в 19:00 на канале РЕН-ТВ. Генеральным спонсором передачи является Канашский строительный техникум. С вами были ее ведущая Анастасия и Константин. До встречи!